Его не испытают любые холода. Здравствуйте, ребята! С Новым годом вас! А где Снегурочка? Куда Снегурочка пропала? Наверное, с саней упала. Или, может, заблудилась где-то? Ой, всегда опасно это. Ребята, а вы Снегурочку не видели? Знаю. Надо позвонить в бюро на входах. Может быть, ее там находили. Да, бюро находок слушает вас. Алло, это вас Дедушка Мороз беспокоит. Вы Снегурочку не находили? А какая она? Скажите ее приметы. А какая она? Красивая. Какая еще? Холодная. Находили такую? Нет, к сожалению, таких девочек мы не находили. Поспрашивайте у соседских детей. Поищите во дворе. Это в каком же дворе мне ее искать буду? Ребята, а помогите, пожалуйста. Давайте все вместе позовем Снегурочку. Она услышит наши дружные голоса и придет. Давайте! Дедушка, ребята, вы не представляете, что со мной случилось? Когда мы ехали сюда к дедушке, я увидела, как нашу кошку Тинку гоняет дворовая собака. Я бросилась ей на помощь, но нашей кошке и след простыл, а я заблудилась. Но услышала, ребята, ваши дружные голоса и сразу пришла на них. Николочка, никогда так больше не делай. Слушайся старших. Да, дедушка, я тебя всегда буду слушаться. Дедушка, а какой подарок ты приготовил нам с ребятами? Волшебную сказку про такую же девушку, у которой кошечку звали Дина, про ее приключения. Чудной вам желаем сказки. Покатайтесь на салазках, замечательных событий, удивительных открытий. С Новым годом, друзья! С Новым годом! Дина! Дина! Вы не видели маленького серого котенка с белыми лапками? Не было. Ну, будем искать. Дина! А вы не видели маленького серого котенка с белыми лапками? Дина! 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 Ах, мой ты где, маленький проказник? Алиса, пора учить уроки. Учу, мама! Учу!
Алиса, ты выучила уроки? Учу, мама, я учу. Учу, мама. Так, дальше. Эдвин, граф Мерси и Морган, граф Нортумбрии. О, как Нортумбрии. Вот. Эдвин, граф Мерси и Морган, граф на Вумби. На Шумби. На Тумби. На Тумби. На Тумби. Эдвин, граф Мерси. Так, Эдвин. Граф Мерси. И Моркер. Граф Нортумбрии. Очень, да. Как же скучно. Ну что толку в этих книжках, если в них нет даже картинок? Как это все мучительно скучно, книжки читать и уроки учить. Ах, как интересно, для этого нужно, чтобы так грустно его проводить. Вот поскорее бы сделаться взрослой, буду творить целый день, что хочу, и вот без этих противных вопросов, что я так долго уроки учу. Ой, погодите! Извините, подождите! Погодите! Нет! Подождите, пожалуйста! Видите, сколько времени? Сколько времени? Много. И я опаздываю. А если я опоздаю, мне же отрубят голову. Ой! А если мне отрубят голову, я не смогу кушать сладенькую манную кашку. А если не могу кушать манную кашку, я ж похудею. Бедные мои ушки. Бедные мои ушки. Вы видели? Нет, Опаздываю. мне никогда не приходилось видеть кролика, у которого был бы жилетный карман, не говоря уже о часах. Вот это! Зонт! Господин кролик, вы забыли зонт! Поставьте! Господин кролик! Ау! Господин кролик! Ау, где? Зонт!
хорошо, что без грамоты она меня сочтет. Нет, уж лучше я не буду спрашивать. Мамочки. Ой, какой странный сегодня день. А вчера все шло, как обычно. А не поменялась ли я сегодня утром? Надо подумать, была ли я собой, когда встала сегодня? Так, и проверить, знаю ли я все то, что знала раньше. Точно, надо проверить с помощью математики. Да, точно. Итак, 2 × 2 будет 5. Нет. 4. А 3 будет 10. Нет. Нет, 4 × 4 будет 20. Так, математика ничего не доказывает. Попробуем географию. Да. Итак, Париж — это столица Рима. А Рим — это столица Австралии. А Австралия — это... О, что такое? Ну, читать ты не разучилась? Попробуй прочитать стишок. Так, Баркалась. А? Баркалась? Хлипкие шальки пырялись по нове и хрюкотали зелюки, как мунзики в мове. Ой, убойся Бармаглота, сын, он так свежлив и дик, а в глуши рынет испарин злопасный грандашник. Что это такое? Вот, но взял он и щит, и взял он меч, высокий полон дум. Еще путь его лежит под дерево. Пум-пум.
хочешь торта? Хочу. Конечно, хочу. А где же торт? Торт, а я его не вижу. А его тут и нет. А зачем же тогда предлагать, если его тут и нет? А никто и не предлагал, а просто поинтересовались. Хочешь ты торта или нет? Смена мест! Ты тоже могла бы поинтересоваться, хотим ли мы, чтобы ты присела за наш стол или нет? Простите, пожалуйста, я ведь просто не знала, что это ваш стол. Да. Какая это наглость без сотворения! Присесть на стол чужой без приглашения! Ай-яй-яй-яй-яй! Сударь, вообще вам не дам стыд! Ну что ты привязался, пусть сидит. Вы лучше мне скажите про число. Все точно соответствовать должно. Я так и знал, ошибка на 2 дня. Ну погоди, дождешься у меня? Я? Да. Почему я? А потом подожду. А кто еще? А кто еще? Я что ли? Ты. А что я сделал? Чего ты не помог? Я смазал их, между прочим, 300 раз подряд. Да, смазывал ты сливочным маслом. Ага, качество его было прекрасное. Да, каким же масло резал ты ножом? И что за крошки были там на нем? Ой, ну хорошо, я их промою чаю. Мы все равно как долго чаем. А что это за чудо, господа? Такого не видала никогда. Что это за забавные часы? Вы рассказать о них сейчас. Показывай сразу, замечай, что это не проверяет вас. Вот-вот. Их механизм бесспорно уникален. Да что там, я скажу вам, идеален. Считать годы, месяцы и дни. Ну, ладно, ты часы и дни. С тех пор, как прошлым мартом на тот свете Нас с ним приговорили скоро. Так вот, когда я закончил первый куплет, королева как закричит. А? Королева как закричит. Да он просто теряет время! Голову с плеч! А почему какая дикость? Да. И с тех самых пор здесь всегда 6 часов. И всегда время пить чай, там даже некогда помыть посуду. Ой, вы поэтому все время пьете чай и меняетесь местами? Меняемся местами. Меняемся местами. Смена мест. Смена мест! Смена мест.
Куда ты хочешь попасть? Мне уж не важно, куда теперь-то. Не важно, какой дорогой идти. Просто хочется куда-нибудь пойти. Ну, туда ты наверняка попадешь, если будешь идти достаточно долго. Ой. Киса, а вы не подскажете, какой здесь народ живет поблизости? А? В том направлении живет шляп. А в том мартовский заяц. Если кого хочешь. Оба они сумасшедшие. Спасибо, я уже замечаю. Очень хочется идти к сумасшедшим. Ну тут уж ничего не поделаешь. Мы все немного сумасшедшие. Киса. Я сумасшедший. Понятно. Это вас все довела Красная Королева. Бедный киса. Киса, дай Богу. Все, киса, все. Какой хороший кис. Ласковый кис. Киса, а вы не подскажете мне, как пройти ко дворцу? Чтобы встретить королеву, не обязательно идти во дворец. Она сама найдет тебя. Да? Значит, ты сегодня играешь в шахматы с королевой? Да. То есть, я бы очень хотела, но меня пока не приглашали. Запомни, еще никогда никому не удавалось победить красную королеву. Еще увидимся. Киса. Еще увидимся. Еще увидимся. Вот это да. Мне доводилось видеть котов без улыбки. Но что улыбку без кота, это самое удивительное, что я вижу за всю свою жизнь. Дивный, легкий и приятный, разлетается запах цветов. Пахнет редкость, ароматный, словно из самых радостных снов он летает, окрыляет и несет до небес синевы. Ах, по-моему, кто-то мечтает в раз остаться без головы. Как могла ты всю спутать рассаду, посадив вместо красных цветов? Она нежность дает всему саду, это глупо волшебных цветов. Ты поменьше восхищайся, ну, подвинься, тебе говорю. Эй, чего ты? Не толкайся, а то
подвинься, говорю. Эй, чего ты? Не толкайся, а то мама наступлю. Извините, пожалуйста. Ой, извините, я не хотела. Я думал, это королева. Послушай, Нет, это я, всего лишь я. ты знаешь королеву? Нет. Ты не от нее? Пока нет. Скажите, пожалуйста, я хотела все узнать. Зачем вы красите эти розы? Ладно, мы тебе расскажем, но только ты никому ничего не говори, пожалуйста. Честное слово. Дело в том, что королева поручила нам посадить красные розы. Ну? Но из-за этой вот растяпы мы посадили белые. Ну и что ж? Что ж, если королева об этом узнает, нам всем отрубят головы. Ой, боже мой, какая же это дикость! Поэтому мы стараемся изо всех сил, пока она не пришла. Мы хотим все исправить, потому что если она увидит... Королева! Королева! Какое это счастье, королевы, народом управлять, повелевать, казнить. Люблю свою работу, любви дорожу. А если кто-то против, возьму и накажу. В этом королевстве есть один закон, и здесь непременно действует лишь он. И все желают мгновенно исполнять, или так же быстро голову теряй. Скажу вам все эти слова крах, все упасть должны. А если не согласен раб, не сносит головы. В этом королевстве есть один закон, и здесь непременно действует лишь он. У меня с рождения безупречный вкус, и это в управлении несомненный плюс. Если я сказала, что красный лучший цвет, то другого мнения здесь помине нет. Все будет так, как я хочу, я точно говорю. А если не согласен, то я голову срублю. Все желания наверное исполняй, и так же быстро голову теряй. Вас не смущает мой веселый тон. В этом королевстве я и есть закон. Вижу. Немедленно. Головы с плеч. Кто такая? А? Ой, извините, пожалуйста. Меня зовут Алиса. С вашего позволения, королева. И куда? Куда?
Ну, конечно, ну без суда. Суд идет. Итак, Алиса, вы обвиняетесь в том, что грубо нарушили покой нашей страны, свалившись неизвестно откуда. Да? Ну, нет ее. Камень, ножницы, бумага, УЕФА. Две, Ваше Величество. Вот именно. Правило номер 43 гласит: тем, ком больше мили росту, следует немедленно отрубить голову. Да какая же это ерунда! Во мне нет ни одной мили. Нет, есть. Почти 2 мили. Так к тому же это не настоящее правило. Вы его только что выдумали. Это самое старое правило в книге. Вот, тогда бы оно было номер 1. Правило номер 63 гласит: все невозможное возможно, а возможное может стать невозможным. Вы носите вердикт. Сейчас, Ваше Величество, у нас первый свидетель. Первый свидетель. Первый свидетель. Прошу прощения, Ваше Величество. Снимите вашу шляпу. А она не моя. Украдена. Нет. Я держу их на продажу. Своей собственной у меня нет. Я шляпник, Ваше Величество. Я только что сел пить чай около недели назад. Ну, что-то около того. Да, я вижу, что вы прям небольшой мастак говорить. В общем, если это все, что вы можете сказать, вы свободны, вы можете идти. Да. Я не могу идти, ведь я стою на коленях. Ну, тогда ползите. Хорошо. Я, пожалуй, пойду допью чай. Итак, Алиса. Кто это? Это мой друг, чеширский киса. Он мне совсем не нравится. Впрочем, он может поцеловать мне руку, если захочет. Что-то не хочется. А ну не дерзи! Немедленно ему голову с плеч! Немедленно ему голову! Алиса! Тебе пора уходить. Я знаю, как тебе попасть домой. Подожди, шляпник, а как же мой друг чеширский киса? За чеширского кису не переживай. Невозможно отрубить голову, если нет тела. Что исчезло? Найти и немедленно ее все равно с плеч! Итак, Алиса. Алиса? А где Алиса? А где Алиса? Догнать? Схватить?
чудеса. Ты поможешь нам победить Красную Королеву. Как? Очень просто. Здесь все играют в шахматы. Весь этот мир — одна большая-пребольшая шахматная партия. Ах, как интересно! Я бы тоже хотела сыграть в шахматы. И на меня кого-то не приглашали. Я даже согласна с Эдвигой. То есть вы меня взяли. Но знаете, я хотела бы стать королевой. Ну что ж, это легко можно устроить, если хочешь. Становись белой королевской пешкой, потому что как раз сейчас ты стоишь на второй линии. Доберешься до 8-й, станешь королевой. Бежим! Бежим! Ой, бежим, плясник! Куда мы бежим? Хоп! Быстрей, быстрей! Не разговаривай! Далеко еще плясник! И еще, а уже мы пробежали мимо 10 минут назад. Теперь можно немножко отдохнуть. Что это? Мы остались на том самом месте. Да, ты чего хотела? Ну, у нас шляпник, если долго бежать со всех ног, то обязательно... Ой, спасибо, куда ты любишь. Какая медлительная страна. В нашей стране нужно бежать со всех ног, чтобы только остаться на том же месте. Если хочешь попасть в другое место, нужно бежать как минимум вдвое быстрее. Какая чепуха, шляпник. Разве это чепуха? Разве это чепуха? Слыхал я такую чепуху, рядом с которой это толковый словарь. Все, шляпник, я больше ничего не хочу. Я просто устала. Пить хочется. Этому горю помочь не трудно. Да? Хочешь? А? Хочешь? Хочешь? Сухарик. Хочешь? Еще сухарик. Нет. Одного вполне достаточно, шляпник. Шляпник! 2 сухарика! Я надеюсь, ты больше не хочешь пить и капризничать. Итак, иди сюда. Пешка, как ты знаешь, первым ходом прыгает через клетку. Так что 3-ю клетку ты проскочишь на всех парах. Сразу окажешься на 4-й. Там ты повстречаешь тра-ля-ля и тру-ля-ля. 5-я клетка. 5-я клетка вся залита водой. На 6-й клетке тебе повстречается шалтай-болтай. 7-я клетка. 7-я клетка вся заросла лесом. Но ты, небось, один из рыцарей на белом коне проведет тебя через лес. Ну а на 8-й клетке ты станешь королевой. И мы устроим по этому поводу настоящий пир. Если не знаешь, что говорить, говори по-французски. Сейчас. Так. Нет. Надо срочно найти тру-ля-ля. Ля-ля-ля. Верно? Там. Ой!
Да, а если ты думаешь, что мы живые, так будь добра, говори что-нибудь. Простите, пожалуйста, я не хотела вас обидеть. Я просто хотела спросить у вас, как мне выйти из леса, а то уже темнеет. Найн, ты неправильно начал. Для того, чтобы завести с нами диалог, нужно пожать твою крепкую, как спелый банан, руку и поздороваться. Здравствуйте! Тогда нужно пожать и мою спелую, как свежий апельсин, руку и поздороваться. Надеюсь, вы очень устали. Найн, 4 круга вполне хорошо. Но я, девочки, ты любит стихи. Да, Шило и Акваланг. Это последнее. Сияло солнцем в небесах, светило во всю ночь. Была темна морская гладь, как зеркало, то что И полновесная луна светила в бездну вод и говорила, что за чушь следить не в свой черед. Извините, пожалуйста, если ваш стишок очень длинный, то сперва скажите, какой дорогой, как мне выйти из леса, а то, кажется, дождь начинается. Задыхатель. Ой, извините. Спасибо. Девушка, А, здесь дождик никогда не начнется. Здесь у нас хорошо. Да, здесь внутри тепло и сухо, а снаружи пусть себе идет. Пусть. ой, как вы говорите, Витиевато. совершенно точно. Я пойду посмотрю. Ой, погремушка. Я? Красивая и новая погремушка. Это ваша? Я? А скажите, пожалуйста, все-таки, какой дорогой мне идти? Верхен. Мерха? Вверх. В небеса, да. Ну, когда вы тогда по погремушке отправиться понизу? Да. Я. Ну, вот это другое дело. Спасибо большое. Держите. До свидания. О, до свидания. Да-да-да. Отворите створки. До свидания. Ой, эй, люди! Что ты наделать, глупый мальчик? Ты сломать мой игрушки? Он нашел за черные желаники за какой-то старый погремушкин. Это ты, старый. Она совсем я вчера ее купил. Ай, пожалей меня. Ну, не знаю. Ну что? Сдуем друг дружка. Пожалуйста, раз, два, три. Девочки, ты мне сказать, я очень бледный. Да, пожалуй, признавать. О, у меня просто сильно болит голова. А на самом деле я смелый и сильный. Найн, девочки, у меня болит зубы. Вот он. Вот пожалей его. Зубин, пошли. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Спасибо. Ну вот раз у вас так все болит, может вы и не будете сегодня драться? Найн, это Я вам... противоречит нашим устоям. Немного подраться все-таки придется. Ты знаешь, я когда раскачать свой левый нога, вокруг не останется ни один живой мух от цикоту. А я когда раскрутить свой правый рука, вокруг не останется ни один комар на нас. Ой, вот верно же достается от вас насекомых. Когда мы закончим драться, здесь на полянке не остаться ни одного насекомого. Ну что, Ну, может, не надо драться? готов? Готов? Нет, Ай! не стоит, прекратите. Ай! Пора! Ай!
там бормочешь? Ты лучше скажи мне, что ты здесь делаешь и как тебя зовут? Извините, я и не представилась. Меня зовут Алиса, Какое глупое имя. Что бы она вообще знает? Разве имя должно быть мальчик? Ну, конечно. Возьмем, к примеру, мое. Оно выражает всю мою суть, мою замечательную, чудесную суть. А с таким именем, как у тебя, ты можешь быть кем угодно. Да что вы? А какой у вас красивый пояс! Что не пояс? Это галстук. Верно замечено, прекрасный, замечательный галстук. Подарок от самой красной королевы. Ой. От кого? Ну, она мне подарила его на день не рождения. Пожалуйста, я не поняла. На день не рождения? Но это когда тебе дарят подарки. Не на день рождения, конечно. Я просто привыкла, что нам дали подарки на день рождения. А вот и зря! Сколько в году дней? 365. А сколько у тебя дней рождений? Один, конечно. А сколько будет 365 минус 1? 364, сэр. Значит так, 364 дня в году ты можешь получать подарки не на день рождения. И только один раз на день рождения. Понятно, сэр, теперь понятно. Как здорово вы объясняете слова. Сэр, быть может, вы мне объясните стихотворение Бармака? Прочитай-ка мне его. Я могу тебе объяснить все стихи, какие только были написаны. Даже те, которые еще не были написаны. Баркалась, хлипкие шаги пыряли в фонаре и хрюкотали зелюки, как мюнтики в море. Что ж, достаточно для начала. Значит так, Баркалос, это 4 часа дня пополудни, когда пора готовить обед. А хлипкие что означает? Это хлипкие, ловкие. А шаги? Смесь хорька, ящерицы и штопора. О, собаки должно быть легкие. Да, с ними не соскучишься. А где станет? И не солнечных часов. О, а пырялись что такое? Прыгали, бегали, брыкались. Она, стойте, я спрашиваю сама. Нова это такая трава под солнечными часами, верно? А перекатали это, наверное, хрюкали и покатали. А зеленки это, наверное, такие зеленые индюки, правда? А зеленки индюки. Индюки это тоже такие забавные животные. Но я вас верно затрудняю, сэр. Что ты? Прощайте, сэр! Welcome to this deep dark saloon. Догнать, поймать и отрубить голову! Внимание! Мы разыскиваем маленькую девочку, которую зовут Алиса. Она в платье, в коричневом переднике. Вы ее не видели? Нет! Это вы? Нет, это не вы. А девочка в синем платье есть или нет? Девочка, но не в синем. Мальчик, точно не она. Давай, раскройся! Смирно, налево, налево и лево. Опа! Привет, ребята! А что это вы тут делаете? А это, братец, не твоего ума дело. О, не моего! Как это значит? Я нахожусь в недоумении. Сдается мне, он заговаривает нам зубы. Что вы, сударыня? Договоры вообще не мой конек. Так, послушай-ка, братец, не стой ты лучше у нас на дороге. Ой, да мне вообще чай пить пора. Глядите,
осталось совсем чуть-чуть. И ты сама станешь королевой, как только перейдешь через вот тот вот ручеек. Я помогу тебе, а потом, вернусь обратно. Такой у меня ход. Забавно у вас рецепт. Да. Но я изобрел еще и другой. Он похож на большую сахарную голову. И когда я падаю с лошади, он упирается в землю и падает мне совсем недалеко. А может быть, вам помочь снять шлем, сэр? Да, это было бы очень любезно с вашей стороны. Секундочку, давайте я вам помогу. Раз, два, три. Вот, три. Извините, сэр, мне придется поставить нос. Раз, два, три. Ну и ну, вот и шлем. Шлепни. Это ты. Ну, конечно, это я. Разве я? Может быть, кто-то еще. Конечно же нет. Ты встретилась мне в волшебной стране и засияло все вдруг. Пусть ты сейчас не на белом коне, ты все равно мой лучший друг. Осталось лишь немного, и нам повезет. Сделать последний шаг, достичь своей мечты. Я знаю, сможешь ты путь до конца пройти, себя поверить так, что поводать хвосты и делай королевы корону на Тебе осталось совсем чуть-чуть. Спустишься с горки, перейдешь в ручеек, и ты королева. Ну, ты ведь подождешь и помашешь мне вслед. Конечно, я подожду тебя и помашу тебе, шляпник. Спасибо тебе, шляпник.